у меня уже сформировалось понимание того, что страна находится на этапе бесплодного плюрализма, а в стране действительно есть много площадок, представляющие разные интересы, разные взгляды, разное идеологическое понимание того, как и куда должно двигаться это государство. Нет только одного, нет консенсуса. Без консолидации, это классическая теория демократического транзита, она требует консолидации умеренных сил. У нас в Республике Молдова сейчас есть умеренные силы. И для того, чтобы продвигать определенный пакет реформ, для того, чтобы мы пошли по пути деполитизации государственных институтов, для того, чтобы мы через год хотя бы могли уже с уверенностью сказать, что мы имеем дело с состоявшимся государством, да, то есть имеем дело с государственной состоятельностью Республики Молдова, которая в перспективе может стать не только электоральной демократией, такой демократией с приставкой, но и консолидированной демократией, как стали многие государства Европейского Союза. У нас действительно очень хорошие партнеры по развитию. У нас есть возможности сотрудничать с Международным валютным фондом, Всемирным банком. В принципе, те реформы, которые давно уже должны были пройти в Республике Молдова, они, к сожалению, к моему глубочайшему сожалению, они абсолютно провалились. И система сейчас, она изжила сама себя. То есть, как бы сейчас не разворачивались события в дальнейшем, без классической консолидации определенных политических сил, без ухода из политики олигархов, которые сейчас имеют определенные конкретные экономические, политические цели, у этого государства нет никакого будущего. И что самое опасное, да, я уже об этом не один раз заявляю, не то, что я сторонник теории заговора и так далее, у нас очень сложное географическое расположение с точки зрения геополитики. У нас западный сосед открыто на протяжении долгого времени не скрывает своих политических амбиций и геополитических амбиций в отношении Республики Молдова. У нас Гагаузия не скрывает явной открытой симпатии к другому государству. У нас соседняя Украина, в котором тоже политический кризис. Поэтому в этих условиях Республика Молдова должна взять пример, прежде всего, как я считаю, с некого устойчивой модели развития Европейского Союза. Мы должны прекрасно понимать, что если мы встаем на путь реформ, если мы встаем на путь продвижение структурных реформ экономики, поддержку малого бизнеса, среднего бизнеса, то мы имеем возможность дать нашему обществу импульс на то, чтобы в ближайшее время раскол он ушел. Вы знаете, я припоминаю 2009 год, начало 2009 года, и тогда был консенсус, была вот эта консолидация общественная. Большинство граждан Республики Молдова выступали за поэтапную интеграцию в Европейский Союз. И было четкое понимание, что вне зависимости, вот это вот очень важный сейчас момент, вне зависимости, левые придут, правые придут, или какие-то другие центристы придут, да, допустим, у нас будет продолжен тот курс, который был начат в 2005 году. Это тогда действительно все показатели, и показатели демократии, и показатели состоятельности государства, которые ежегодно проводит Всемирный банк, они тогда в Молдове очень выросли. И показатель борьбы с коррупцией тоже очень сильно вырос. Это тоже данные International Transparency. То есть с точки зрения демократизации Республики Молдова мы должны уйти от двух таких уже устоявшихся в Республике Молдова клише. Первое клише, уже которое устояло, что политика в Республике Молдова – это самый прибыльный бизнес, мы должны забыть это. И второе устоявшееся, такой уже мейнстрим классический, это то, что политические партии, которые борются за власть, за ними всегда стоят определенные внешние либо внутренние экономические крупные агенты.